каждого, говорят, ангел-хранитель. Вот здесь 3 ангела. Богородица стоит Иисуса Христосом. И здесь 3 ангела богат. Смотрите, какой Иисус Христос здесь нарисован. Посмотрите. Где это увидите? Народный артист России Бедрос Киркоров всякий раз не может справиться с трепетным волнением, когда рассказывает о творчестве благовещенского художника Александра Тихомирова. И именно он первым рассказал о религиозной живописи Александра Евгеньевича, митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. И при его благословении и благословении архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила на новгородскую землю приехала выставка работ не только иконописца Александра Тихомирова, но и других мастеров из артели художников «Благодарения», которые объединены, по их словам, одной целью – искусством служить Богу и Отечеству. Чтобы мы свои корни, русские корни, не забывали. Россия – это огромная, богатая страна со своими традициями, со своими обычаями, чтобы это оставалось. А это останется только через песни, картины и фильмы. Это останется в будущих поколениях, и это должно оставаться. Поэтому я очень рад, что в таком юбилейном годе, который будет праздноваться вся Россия, сегодня открывается эта выставка. Православных художников из Москвы и Благовещенска современники называют ни много ни мало, а новыми Андреями Рублевыми. Лики святых Александр Тихомиров начал создавать 20 лет назад, используя в качестве досок оконные ставни старых деревенских изб. И, как вспоминает Александр Евгеньевич, божественное откровение к этому промыслу пришло ему во сне. Самая большая задача и самый большой, может быть, в принципе, вообще смысл жизни – это прославить Всевышнего. Потому что первая заповедь – возлюби Бога. И, в принципе, мы живы только Богом, только любовью. Поэтому прославить Всевышнего и Отечество – вот основная задача, скажем, и смысл моей духовной составляющей. Александр Тихомиров божественную сущность открывает в дереве, а его единомышленник, московский скульптор Александр Смирнов, из таких, казалось бы, тяжеловесных земных материалов, как камень и бронза, создал образы подвижников земли русской Серафима Саровского и Сергия Радонежского, которые, по замыслу мастера, должны помочь нашим современникам понять глубину духовного подвига великих отшельников, молящихся за наши грехи. Другой товарищ по творческому объединению Юрий Попков в своих живописных работах славит святые источники России. Живая вода, по мнению художника, символ вечно обновляющейся жизни. А в работе «Ангел в городе» он обращается к тем людям, кто в суете будничных дней забывает и порой даже нарушает божественные заповеди. Грехи, которые совершают люди, они накапливаются, но куда-то они деваются, не исчезают. Поэтому я придумал такое, что грехи, опускаясь на землю, собираются в какие-то камни, чтобы не было мусора и грязи всего. И вот ангел, который здесь представлен на этой выставке, он потихонечку, никого не обременяя, убирает эти наши грехи, заботится о нас. Если много будет таких камней, город перестанет существовать, жить, и жизнь прекратится. Художники-единомышленники из творческого объединения «Благодарения» верят в красоту человека и победы добра над злом. Именно величию подвигу человека, его несокрушимой вере во время самых сложных жизненных испытаний и посвящена выставка «Благодарение». Аэлита Тошкина, Сергей Щеглов, Вести, Великий Новгород.